Добрый день, уважаемые коллеги. Сергей Васильевич, Антонина Васильевна, разрешите начать свой доклад. Для начала разрешите остановиться на истории становления государственной охраны объектов культурного наследия. В 1967 году был создан в Республике Якутское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которое можно назвать началом государственной охраны объектов культурного наследия. Первым руководителем общества охраны памятников Якутии был Георгий Прокопьевич Пашанин, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель ЗПСР и СССР. Само имя Георгия Петровича Алфрава вперед делалось становление охраны объектов культурного наследия. В 70-е годы общество возглавлял краевед, историк, исследователь Иван Ильич Архипов, который объединил усилия энтузиастов, историков, архитекторов. Благодаря ним был составлен первый список памятников деревянного зодчества. На основе этого списка было утверждено постановление Совета министров Якутской АСР от 31 декабря 1976 года, в котором вошли 508 памятников истории и культуры, в том числе объекты археологического наследия. Памятники, внесенные в данное постановление, на настоящее время являются базой для нашей работы. На государственном уровне в Якутии охрана памятников начала осуществляться с 1974 года, с момента, когда специалисты Министерства культуры Якутской АСР осуществляли учет памятников истории и культуры, составление списка памятников истории и культуры, ответственности возлагались на сотрудников курирующих музеев. Полномочия по реализации государственной политики в области охраны памятников истории и культуры Министерства культуры и духовного развития республики осуществляло вплоть до 3 июня 2016 года, до того момента, когда указом главы Республики Саха-Якутия от 3 июня 2016 года за номером 1183 был создан Департамент Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия. С тех пор этим вопросом занимался Департамент охраны культурного наследия республики. В настоящее время в Республике Саха-Якутия насчитывается 1873 объекта культурного наследия, из которых 850 включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации. 27 объектов в настоящее время, к сожалению, считаются утраченными. И 1058 памятников являются выявленными объектами культурного наследия, а также 19 памятников включены в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Достопримечательные места Якутии. Всего в настоящее время поставлено на государственную охрану 47 достопримечательных мест. Именно те достопримечательные места юридической юриспруденции отмечают и сакральные священные территории. Из них 45 регионального значения, 2 местного значения. Начало взятия на государственную охрану достопримечательных места стало подписание постановления Совета министров Якутской ССР от 31 декабря 1976 года, о котором я уже упоминал. Тогда же было поставлено на государственную охрану 26 достопримечательных мест. Необходимо отметить, что из них 19 территорий были связаны с местами гибели красных командиров и красных отрядов во время гражданской войны в Якутии 1921-1930 годов. 3 памятные места во время гражданской войны были взяты под охрану как достопримечательные места, такие как памятное место Чарчалганского боя 1923 года, памятное место разбора бандитов красного отряда Петрова Алмазского в феврале 1931 года, памятное место боя партизан, погибших в 1922 году, на этом месте установлен обелиск. 3 памятных места, где жили полицейные. Памятное место, где жили полицейные Иван Ильич Шипарский. Памятное место, где в 1885 году отбывал ссылку рабочего пенсионера Петр Алексеев, местность Погонных Харьковской области. Памятное место, где в 1904 году проживал Курнатовский Виктор Константинович, из крови соратник Владимира Ильича Ленина. И одно место памятное, где жил Василий Мальчанов, национальный герой народа Саха. После 2002 года включены еще 21 достопримечательное место решением уже Министерства культуры Якутии и Департамента по охране объектов культурного наследия. Из них 19 региональных значений. 16 в 2014-2016 году на территории владения Ленинградского наследия
2016 году достопримечательное место это Крымский литературно-художественный музей заповедник Тарка, и в 2021 году по инициативе Департамента охраны объектов культурного наследия и администрации Крымского наследия место Песнякова 14-18 века. И два места назначения. Это памятное место, где в 1732-44 году работал Донецкий живоплавильный завод, второй Камчатской экспедиции из Беринга и местность Камчатка по Реконскому району. И только сакральную территорию можно отнести 18 достопримечательных мест. 16 из них находятся на Турино-Кирянской земле, и Истяк-Град, и Чорчако, Хангаласка, и Рыбинском Лусу. Из них только Чорчако стал достопримечательным местом на основе только устного местного фольклора, а остальные 17 на основе археологического раскопа и изучения фольклора. Теперь к проблемам актуальных вопросов. Учитывая все усиливающиеся факты воздействия человека на места, связанные с историей и культурой народов Якутии, в особенности в центральных районах Якутии, которые появляются в строительстве частных домов, строительных погостов и сакральных территорий, все возрастающее развитие промышленного освоения территории Якутии, выделение частной собственности общественного пространства, в последнее время общественные службы все активнее начинают поднимать вопрос об активизации защиты сакральных территорий путем наделения статуса достопримечательные места. Как пример можно привести присвоение статуса объекта культурного наследия выявленное достопримечательное место священное озеро Сайсар в городе Якутске, инициатором и организатором взятия под охрану которой стала общественная организация АГИ под руководством Лены Владимировны Федоровой. Особенным опытом стала наша совместная работа с администрацией Крымского наследия по взятию под охрану достопримечательных места от Бура в селе Крымска. И в настоящее время самым ярким примером энтузиазма остается достижение краеведа Турино-Кирянского наследия Светланы Степановны Борисовой. Ее, к сожалению, больше нет с нами, благодаря которой при поддержке экспертного сообщества республики и администрации Турино-Кирянского наследия были взяты под охрану 16 достопримечательных мест, связанных с историей и культурой народа Саха. В перспективе мы планируем совместно с муниципальными районами активизировать нашу деятельность. Так на днях было заключено трехстороннее соглашение между Департаментом республики по охране объектов культурного наследия, администрацией муниципального района Нанской области и государственным учреждением Тяновым о проведении работ по изучению и сохранению достопримечательных мест Нанского области. До конца года аналогичное соглашение заключено и с администрацией Шверчинского области. Отдельного решения требует защиты культурного слоя территории, взятых под охрану. Первым нашим опытом в этом направлении стало возведение изгороди вокруг памятника археологии федерального значения местности Кулаты летом прошлого года. Так, совместно с администрацией муниципального района Хангаласской области и Якутским республиканским отделением ВАИ из центра конференции лета была возведена изгородь и установлены указатели. В текущем году администрация области возведения изгороди была продолжена, также продолжится работа по установке указателей, в перспективе планировано организовать парковку, скамейки и так далее. То есть это своего рода эксперимент, как можно сохранить сакральную территорию. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что тема взятия под охрану наших наиболее ценных земель никак не может удовлетворить нас. На сегодня нельзя под охрану ни одно сакральное место в таких крупных и богатых историях районах нашей республики, как Хангаласский, Ангенский, Сунтарский, Вилюйский, Верхневилюйский, Юргенский, Горный и так далее. Отмечаем, во всех 13 арктических районах нашей республики нет ни одного достопримечательного места. В республике нельзя подохранить ни одно место, связанное с историей и культурой малочисленных коренных народов Севера. На сегодня мы имеем планы по изучению и сохранению достопримечательных мест в Оренбургской области. Ведем консультации по разработке совместной программы «Сакральная география Оренбургского области». Уважаемые коллеги после нашей республики, искренне надеюсь, что наша совместная работа в поможет реализовать проекты по защите наших сегодня исторических территорий, выслушать друг друга и оказать конструктивную поддержку. Именно поэтому мы приветствуем на Якутской земле представителей Братских республик и благодарим их за то, что они